Артемова, Юлиана Семенова, Ренат Асхадуллин, Амир Залюшев, телеканал «Татарстан. Новый век», Зеленодольский район, Казань. Сотни ролей от Бабы-Яги до Пушкина, более полувека в плену у Мельпомены. Народному артисту России и Татарстана Вадиму Кешнеру исполнилось 75. Свой возраст мастер перевоплощения не чувствует. Считает себя вневозрастным гномом. Воскресенье из музыкальной сказки «Белоснежка и 7 гномов», хотя уже давно мечтает об отдыхе. С юбиляром встретилась Алия Шарифуллина. Когда-то на этой улице еще до революции был аптекарский магазин, один из самых известных в Казани. Здесь, помимо лекарств, можно было купить все. От бутылки хорошего вина до модных духов. Принадлежала чудо-аптека Александру Кешнеру, дедушке Вадима Валентиновича. Фармацевтическое дело продолжил и его отец. А вот Вадим Кешнер решил лечить людей не лекарствами, а искусством. Уже в детстве вместе с братом ставил дворовые спектакли. Зубы застучали и ладони запотели, лишь с выходом на настоящую сцену в качестве массовки. У нас 25 человек. Встреча Ленина на заводе. А ноги ходуном ходят. Вот это первое ощущение. Потом «Братья Ершова» был спектакль. Я какого-то официанта играл. И я выходил, у меня вот так поднос трясся. Для меня самое трудное в день спектакля премьерного – дожить до вечера. Волнуется перед спектаклем он до сих пор, даже когда под светом софитов и под пристальным вниманием зрителей находится 55 лет. Помогает успокоительное. Главное, второстепенные эпизодические. В послужном списке Вадима Кешнера сотни ролей от Бабы-Яги до Шекспира. И каждый образ глубокий. Ведь его учили, героя нужно знать как родную мать. Работать всегда для умного зрителя. Он мне всегда напоминал Блока, и всегда напоминает. Такой красивый, такой интеллигентный. Удивительная интеллигенция. Особенно в наше время я ценю это качество, потому что уже таких лиц уже очень мало. Хотел роль Гамлета, сыграл могильщика. Мечтал о Ричарде III, ради которого пошел в театр, но так и не исполнил. Ощущение, что не сыгранной половины того, что мог бы сыграть, Вадима Кешнера не покидает. Но необоснованный оптимист, как он сам себя называет, благодарит Бога за каждую роль. Самые любимые – Адуев и Пушкин. Теперь уже смело можно ставить точку и идти отдыхать. Человек хочет спокойствия, покоя даже, понимаете? Но нельзя же все время быть на каторгах и все время что-то, эмоции выдавать. Актер должен быть голодным и спать на полу, говорит своим ученикам Вадим Кешнер. Быть всегда ненасытным он учит уже 9-й выпуск. Среди его ученицы Чулпан Хаматова. В день 75-летия своего педагога актриса получила звание народной. Большего подарка и не нужно, говорит юбиляр. Алия Шарифуллина, Лилия Медубаева, телеканал «Татарстан. Новый век».